Творчество Абая Кунанбаева – феноменальное явление, выходящее за рамки литературы, культуры. Он не просто поэт, философ, переводчик и композитор. Он избранный самой природой и историей. Его труды учат мудрости, справедливости, терпению и правильному восприятию мира. Глубокая внутренняя связь с пушкинской мировой поэтической культурой сказалась в собственном творчестве поэта. Он стремился приобщить степь к творениям Пушкина, Лермонтова, Некрасова. Истинно сеет зерно. Я хочу окрылять языком, чтоб не только в глаза, но и в души свет проник. Вот так, как свет в душе, как заповедь добра и любви, благодаря Абаю в степи зазвучали прекрасные переводы произведений великих классиков русской и зарубежной литературы Пушкина, Лермонтова, Гёте, Байрона, Шиллера. Абай хотел, чтобы его народ научился любить по Толстому и Достоевскому, по Чехову и Бунину, так же, как их герои, противостоять злу и насилию. И Абай нашел самый верный путь к сердцу своего народа. Все свои мудрые слова он направил на духовное развитие своих соотечественников. Бессмертные слова ты оставляешь миру. Так можно ли сказать, ты превратишься в тлен? И сегодня, взяв в руки томик Абая, перечитывая его стихи, мы стараемся придерживаться великой заповеди великого учителя, соответствовать главному назначению человека на земле – быть человеком. В историческое время Южно-Казахстанской библиотеки имени Пушкина начинает отчет с 1899 года. Она была создана на средства городской казны в честь столетия со дня рождения поэта и открылась 27 мая. Южно-Казахстанская областная библиотека внесла определенный вклад в развитие библиотечного дела страны. Шымкент стал первым городом в регионе Юга Казахстана, получившим статус библиотечной столицы. Пушкин. Письмо Татьяны Каневиной. Я к вам пишу. Чего же более? Что я могу еще сказать? Теперь я знаю вашей воле меня презрением наказать. Но вы, к моей несчастной доле, хоть каплю жалости храня, вы не оставите меня. Сначала я молчать хотела. Поверьте, моего стыда вы не узнали б никогда. Когда б надежду я имела, хоть редко, хоть в неделю раз, в деревне нашей видит вас, чтобы только слышать ваши речи, вам слово молвить, а потом все думать об одном, и день и ночь, до новой встречи. Вижу все, вас оскорбит, печальной тайной объяснение, какое горькое презрение ваш гордый взгляд изобразит. Чего хочу, с какой целью открою душу вам свою, какому злобному веселью, быть может, повод подаю. Случайно вас когда-то встретя, вас искру нежности заметя, я и поверить не посмел, привычке милой не дал ходу, свою постылую свободу я потерять не захотел. Парк имени Абая – любимое место отдыха многих жителей города Шымкент. Парк назван в честь Абая Кунанбаева, великого казахского поэта и просветителя, основоположника современной казахской литературы и философии, которому на территории парка установлен памятник. Прогуляться в парке Абая – прекрасный вариант для того, чтобы с пользой и удовольствием провести время в городе Шымкент. Амал жоқ, қайттым білдірмей, япырмау қайтып айтамын, қоймады дертін күйдірмей, ес алсаң да тартамын, талапсыз, бақсыз мен сорлы, еріксіз аттап ұяттан, қорлыққа көттім бұл қорлы, байқалар хәлім бұл хаттан, әлімше менде ұялып, білдірмей дедім өлсем де, шыдарем күйіп мен жанып, айында бір ер көрсем де, болмады көріп қалуға, естісіп біраз сөзіңді, шыдарем бір ай жатуға, ұзақтың жұмбай көзімді,
қызықтан қашып бұл жерге, көңілсіз суып келіпсіз, мәнісін сұрап білуге, тілдесе алмаймын еріксіз. Құп білемін сізге жақпас ескі жара білтелеу, ақ жүрегін енді ұнатпас мезгілі жоқ қай медеу. Ықтиярсыз мұнды сезім кетті ыршып жолына, мазағына бердім өзім өз басымның қолына. Өлі бойға жан жүгірді, қайратым құрыш болдынан, мұз жүрегім май сықылдап, еріп от боп күйді жан. Қорғылуға құдіретте жүрегіме түсті өр, тайда яғым ескі сетте түсті емсіз қаптыдыр. Масқаралап мені тағдыр, қылды мазақ не шара, менің үшін сен жауап бер, менде сөз жоқ бейшара. Михрабым сен, басырамын, тіл жет алмас құзырыме, жетпедім, мені жасырамын, гауһарымның қадіріне. Величайший труд казахского писателя Мухтара Ауезова «Путь Абая» мы с уверенностью называем лучшей книгой для понимания души казахского народа. Абай Кунанбаев – историческая личность, о котором идет речь в этом произведении. Его назидательные слова, кара сөздері, проза и лирика, басни, крылатые фразы сделали Абая великим для своего народа. Но кем был, как рос, какое воспитание он получил, все это донес до нас Мухтар Ауезов. Роман переведен более чем на 100 языков мира. Это одна из самых ярких книг в истории всего Казахстана. Ее можно назвать книгой века. Абай перевел на казахский язык ночную песню странника Йогана Вольфганга Гёте, известную ему по стихотворению Михаила Лермонтова «Горные вершины спят во тьме ночной», и переложил ее на музыку. Этот факт стал известен на родине немецкого писателя благодаря Калмухану Исабаеву. 22 июля 1979 года в том самом доме, ставшем музеем писателя, была установлена мемориальная доска с абайским текстом известной песни. С тех пор в Семире появилась улица Гёте, а в Берлине Абайштрассе. Goethe, wanderers Nachricht, überall Iffen, ist du, in allen Wipfeln, spürst du, kaum einen Hauch, die Vöglein schweigen im Walde, warte nur balde, wirst du auch. Лермонтов, горные вершины, спят во тьме ночной, тихие долины, полные свежей мглой. Не пылит дорога, не дрожат листы, подожди немного, отдохнешь и ты. Қараңғы түнде тау қалғып, ұйқыға кетер бал борап, даланы жымжырттай салғып, түн басады салбырап. Шаң шығармас жолдағы сілкіне алмас жапырақ, тын шығарсын сендағы, сабыр қылсаң азырақ.